Onu vallahi tördön deputat iyiydi battı dedi. Bu da kamalı kumağla. Onu vallahi saha tuğa idare тангрианство нет. Он там, я говорила, или вот татарина. Я говорю, подожди, на перерыв вышли, я говорю, хорошо. Он твердо полоставил под тобой, мы тут же получили бы протест. Православное. Почему? Ну, любого спросите вы, тангрианство, кто-нибудь понимает это или нет? Да, действительно, это первое, ну, можно сказать, религиозная вера народа, и потом единого Господа, Бога не считали. Вот, но это забыто, потом вот видите, сколько сейчас мусульмане, православные, католики и так далее, ну и у евреев, и у буддистов, и так далее, и так далее. Я тогда ему сказала Роману, да, это было бы неплохо, но мы должны, во-первых, изучить историки, насколько связь тангрианством и вера у якутов сохранилась. Мы должны, чтобы народ об этом знал, то тогда действительно они могут оставить. Но без этого вы выйдете на улицу, спросите, что такое тангрианство. Никто не ответит. И поэтому просто вера, его надо вот зарегистрировать и сделать, этого нельзя делать в сегодняшних условиях. Мы должны быть готовы. Вера необходима. Потому что вера это что? Это практически незаписанные нравственные устои этого народа. Верно? Вот это мы должны, наши обряды, наши обычаи и так далее, духовные вот эти и так далее должны изучить на основе этого, если мы поймем, что в народе действительно сохранилось вот это понятие, почему нет? Почему нет? Например, я вот свой случай расскажу. Когда Советского Союза не стало, знаете, мы не знали, куда мы идем. Рынку переходит Россия, и никто не говорит, какой общественный строй у нас будет. Не говорили. Но мы же видели, мы идем к капитализму. И к какому капитализму? Олигархическому капитализму. И вот тогда я вообще была особенно, знаете, мне было плохо со своей подругой, мы спасались от этой борьбы в парламенте. Нам, депутатам, давали бесплатные билеты в театр Москвы, и мы вот в театр ходили, как-то прийти в себя. И вот однажды мы пошли туда, открыли барахолку перед Большим театром. Слушайте, мы плакали, что ведь после Советского Союза таким же образом хотят сделать с Россией. Тогда я начала читать. У меня, мы-то пионер, октябрята, пионер, комсомол, партия, все у меня есть. Ну а тут я начала подряд читать философские книги. В том числе и были и религиозные. И когда я читала все, и Библию, и Коран, и все, вот то, что у меня попадалось, благо, что это начали продавать. И знаете, близко всего мне оказалась буддийская вера. И притом оказалось, я тогда поняла только, что, оказывается, я верующая. Потому что с малых лет Тангараденами есть истинного Тангараварды. Теперь, куда бы мы были, всегда идти, да? Вот. Порядок. Холобрабян, Аласкар, Урквати Дакнан, Айдар Баккан, Мухаммед Санабаккан. Это все ты понимаешь. Это, оказывается, у тебя внутри есть это понятие. Он, ой, я Аитагарадивили. Даже понятия у тебя нет. А по-русски всегда говорит, ну дай Бог нам. И не понимаем, о чем говорим. Я была
комсомольцем, ни партией, ну дай Бог, говорю, хорошо, чтобы было. Вера есть. Вера должна быть. Без веры нельзя жить. Начиная от веры в себя, веру в свою родину, веру в своих друзей, веру в правительство. Иначе, конечно, государства не будет государства. И самое главное, духовная основа. В связи с тем, что мы перешли к капитализму, мы очень много духовно потеряли. А вера может сохранить. И поэтому об этом надо думать. Об этом надо работать. Я, например, знаю группу людей, которые сейчас начинают молодцы в архивах Индии, Китая, Монголии, Турции находят очень интересные материалы о тюрках и откуда мы вышли. И вера там есть, и все. Поэтому, если занимаются люди, есть у нас философы, ну почему запрещать? Пожалуйста. Плохо не будет. Спасибо. Но бороться и драться вот это прямо так, я не думаю, любой вопрос надо решить компромиссом. Договариваться. Да, конечно, что компромисс. В парламенте разговор идет всегда о компромиссе. Вы никогда не едите открытым забралом, поднятой шашкой. Ты садишься, сначала говоришь, а потом начинаешь говорить. Ну, у нас вот в Бабурином как было? Молодой, красивый Ельцинец, Свердловска. Нас они называли красно-коричневыми. Понимаете, он начинает говорить, вот право там поехал, что вот вы националисты. Я говорю, ты шовинист, мы так разговаривали даже, да? Но потом я говорю, давай, садимся мы с тобой, поговорим-ка, я говорю. Он же сам правил. Слушайте, когда мы начали разговаривать, мы о одном и том же говорим. Он в своем народе, я в своем народе. Значит, нам необходимо принимать решения в интересах этих народов, чтобы мы мирно жили и сохранили Россию. И тогда мы очень многим вопросам